Друзья, сегодня мы хотели дойти до наледи, до живописного очень места, но, к сожалению, не весь лед сошел, и как бы создался такой тупик, мы не смогли пройти до основной наледи. Вот, поэтому у нас сегодня освободилось время, мы планировали сделать тесты завтра, но сделаем сегодня. Тесты достаточно интересные и, на мой взгляд, немного даже авантюрные местами. Обо всем поподробнее расскажет Сергей. Сергей, пожалуйста, какие у нас будут сегодня тесты? Первый тест, который мы будем проводить, действительно он авантюрный. Мы привезли сюда вообще на тестирование новую модель лодки Sherpa. Это Sherpa Everest 470. Два слова буквально про лодку. Чем она отличается от простой Sherpa, которую уже многие знают. Это первое дно. Дно сконструировано таким образом, что состоит из двух слоев. Верхний слой — это палуба высокого давления, а нижний слой — это обычное дно НДНД. Да? Если посмотреть сейчас вот это дно, мы видим, что палуба, дно практически абсолютно ровное. Оно жесткое. Люди, которые ходили на лодках надувных, привыкли, что дно такое волнистое. Здесь оно прямое и жесткое. Давайте еще посмотрим, где расположены клапана, потому что нам это потом пригодится в тестах. Этот клапан, он накачивает дно от высокого давления. Этот клапан накачивает дно НДНД низкого давления. И видим, что тут дно НДНД, оно такое что характерную имеет волнистость. Кроме того, здесь есть еще в нижней переборке Sherpa, здесь есть из такого же материала переборка высокого давления. И что мы будем делать? Мы будем имитировать пробой. Сначала пробьем дно, посмотрим, как лодка себя ведет. Потом пробьем один борт, посмотрим, как себя ведет. И потом пробьем второй борт и посмотрим, как себя лодка ведет. В этом всем будет участвовать я. В этом будет участвовать Константин, начальник производства. Он будет за штурвалом терпящего бедствия судна, точнее за румпелем. И Руслан, ведущий программы «Испытано на себе», будет на себе испытывать этот авантюрный тест с потоплением лодки в нескольких сотнях километрах от Якутска, в безлюдной местности, на горной реке с течением примерно 7-10, наверное, километров в час. То есть тесты, они будут прикольные. И сопровождать нас будет еще одна лодка. Это с нашим оператором Петром, который сейчас нас снимает, не может себя показать. И с Александром, который будет нас страховать, тоже будет за румпелем уже страховочного судна. Это классическая Sherpa 500, в классике. Ну что, тогда загружаемся, выходим на воду, включимся и будем смотреть, что у нас как будет идти. Немного волнительно, но вперед, как говорится. Испытано на себе. Так, ну что, друзья, мы прокалываем дно. Хотя мне сказали, есть способ проще, можно просто открыть клапан. Открываем клапан и... Так, мы сейчас спускаем. Раз, два, три. Все, спущено. Да. Если посмотреть, дно спущено, оно мягкое, а это дно, оно стало жесткое, чуть-чуть стало помягче, но тем не менее по нему можно спокойно ходить. Теперь попробуем на скорость. Спокойно. На скорость. До этого было 18, течение очень сильное. Очень видно, как вода поднимает нос. Поднимает, да. Конечно, скоростных характеристик ожидать, наверное, не стоит. 10 километров. Но 10 километров в час она идет, и даже прям достаточно 7, хорошо. 8, 9. 9 против течения. Ну да, Чё, течение достаточно. Идет стабильно, нормально? Давай разворот и по течению.
разворачиваемся. Интересный нюанс. Так, теперь пошли по течению. 22. Вот, дно пробито, это мы видим. Но идем на глисе по течению. 23 километра в час. Ну, здорово. Не причаливай. А давай подъедем, покачаем. Не надо, не надо. Мы же сейчас снимать будем переборку. Ты хотишь все спустить? Да. Вот, начальник производства не ожидал, что мы сейчас будем спускать полностью лодку. Вот так ведет себя спущенное дно. 7. То есть скорость 7 километров, 7,5 километров в час. Лодка идет против бурного течения. Со спущенным полностью дном. Ну реально она как это, да? Палуба. А управляемость как? Управляемость хорошая. Нормально, да? Да, ну вот. Даже на пробитом нет. Даже прохватов нет. Даже прохватов нет. Перестала гавкать, да? На волнах. Ну что, сдуваем? Так. Так, сейчас следующий этап. Спускание какого? Спускание, Спускание левого баллона. одного баллона. Спускание левого баллона. То есть получается пробили и дно, и левый баллон, Да, пробили дно и левый баллон хором. Маленько страшно. Да. Ну давайте Основной начнем. баллон спускаем. А что? Баллон пробит. Баллон пробит. Сверху есть у нас еще в лодке сверху, как в классической шерпе, так и в шерпе Эверест, аварийный баллон верхний, который позволяет нам держать. Это стандартный, да? Да, это стандартный, это стандарт шерп, вот в той тоже есть. Вот, что мы сейчас видим, да, мы открыли, пытаемся его подвыкачать. Ну, наверное, есть немножко крен, потому что все-таки Так, ну можно так. Да? баллон Здесь спущен. посередине. Так, пробуем. Было 7 километров в час против течения. Нет, туда, против течения. Прямо померим скорость. Туда. Вот как ведет себя баллон. Я могу стоять, ходить, танцевать. Ну, здорово. Да, 8. А, кстати, даже быстрее получается. 9. Сколько? 18-19 км в час? 18. 19. полный газ. Полный газ. 19 километров в час. Ну что, давайте разворачиваться. И Давай. пойдем спускать второй А, баллон. 21. 21, да? 21, 22. 23. Давай в ту сторону разворачивайся. Ты так? Ну, кстати, даже с пробитым баллоном лодка сохранила свою маневренность. Достаточно Ну да. хорошо разворачивается. Едем на лодке, у которой спущено дно, левый баллон, и она идет против течения 6. Короче, 1 километр в час потеряли. Но дно оседает, да, оно там болтается, видимо. Будет интересно посмотреть, что снял Петр.
как она себя ведет. А может дно еще клапан открыть? Он пустой уже. Спустила? Да, ну он открытый, он пустой, да. А, нет ничего. Его водой давит, его водой уже сложилось. Получается, около 1 километра в час потеряли, то есть без левого баллона. Сейчас мы будем спускать правый баллон. Будем спускать правый баллон. Лучше садись сюда. Внимание. Так. Спускаем правый баллон. Километров в час. Ну, ему, в общем, особой разницы нет. 6 километров в час идет против течения. О, как интересно. Вывернуло полностью. Как паром, да? Как паром. С этим. Баржа. Баржа с аппарелью. Разворот. Давай. То, конечно. Так, те же 6 километров в час, в принципе. Но вода уже достаточно близко, конечно. Лодка спущена, но аварийные борта, конечно, держит. Не допустить, главное, нам столкновения. О, еще и по волнам пойдем. Волна. Ну, средняя волна. Так, заливает чуть-чуть. Брызгами только. 16 километров в час. 17. А если мы назад сядем немножко? 17. Итак, на полностью спущенной, можно сказать, классической лодке с полным порезом. Вот. 19 километров в час. Лодка по течению идет 19 километров в час. Вот. Хотя должна была давно уже быть на дне. Да. С 500 килограммами грузом на борту. И что характерно, можно спокойно, может, с нее даже рыбачить сейчас. Руслан, скажи, ну, я знаю, что ты пользователь лодок уже достаточно давно. Вот. Как ты оценишь по-честному результат этого теста, который мы получили? Нет, ну в целом я не думаю, что какая-то лодка может, допустим, как-то так двигаться, да? То есть, если спустить дно и баллоны, то ну, вообще на мягком дне никто не сможет пройти. Как ты думаешь, насколько важно, чтобы такие характеристики живучести лодки были? Слушай, ну так, я думаю, это вообще абсолютно не лишнее. Ну, то есть дополнительная безопасность, она всегда приветствуется. То есть это, ну, это жизнь, да, человека. То есть если человек занимается такими экстремальными выездами, да, ему для определенных целей требуется такая лодка, то, думаю, найдет своего потребителя, да. Потребителя. Ясно, спасибо за оценку. Друзья, ну что, как видите, мы сами причалили к берегу. После того, как спустили баллоны и дно, ну, дно спустили, было 7 километров в час, а потом уже особо вот эти манипуляции с баллонами на скорость не повлияли. Там буквально километр в час где-то разница была. Ну и как видите, само течение большое, да, туда мы идем 7 километров в час, обратно идем 19-20. Да. То есть вот можно посчитать, какое здесь течение. Так, ну мы сейчас провели тест с баллонами, экспериментальная лодка. Вот. Сейчас все обратно накачаем. У нас впереди еще один интересный тест. Интересно будет посмотреть грузоподъемность. Все это будем делать с одним мотором, и лодки только будут меняться. Испытано на себе.